Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. ИГИЛ, выходи. Английские футбольные фанаты устроили антиисламский погром в Марселе в ночь перед открытием Евро-2016. Есть раненые. Между тем стало известно о планах террористов атаковать чемпионат отравляющими веществами с дрона. В казахстанском Актобе спецназ уничтожил последних 5 вооруженных участников террористических атак. Сдаваться они отказались. Выстрелы и взрывы звучали сразу в нескольких районах города. Кино для слепых. В Казахстане премьера специального фильма для слабовидящих «Быть или не быть». Слепые съезжались посмотреть фильм со всей страны. Первые отзывы восторженные. Америка перебрасывает к границам России свои ударные воздушно-десантные дивизии. Это происходит в рамках учения «Анаконда» в Польше. Грузинская армия приехать на маневры не смогла из-за сразившей ее эпидемии ветрянки. Их подняли по тревоге 25 часов назад. Они пересекли Атлантику. В это время шло планирование операции. Мир прощается с величайшим чернокожим боксером всех времен Кассиусом Клей, больше известным под мусульманским именем Мухаммед Али. Проститься с ним приехали президенты и мировые звезды спорта и кино. В западно-казахстанском городе Актобе ликвидированы последние участники вооруженных террористических нападений минувшей недели. Эту группу преступников не могли нейтрализовать почти 5 дней. Выстрелы и взрывы звучали накануне ночью в нескольких районах города. Спецоперация началась в ночь с четверга на пятницу на улице Некрасова в одном из жилых домов. Преступникам сначала предложили сдаться, но они ответили огнем. Вот кадры попытки переговоров с ними. Оружие выйди, поговорим. Оружие в коридор! Саня, Саня, держу! Держу, Саня! Перед началом спецоперации были скрытно и экстренно эвакуированы практически все жители этого дома. Некоторых выводили даже по пожарным лестницам. Несмотря на предложения о переговорах, преступники в течение нескольких часов отвечали выстрелами на требование сдаться. В конце концов было принято решение начать штурм. Квартира, где укрывались 5 террористов, была взята спецназом с применением спецсредств. 4 экстремистов были убиты. Выстрелы звучали и в другом районе Актобе, который называется Москва. Это часть старого города с малоэтажной застройкой. Один из террористов открыл огонь по патрульной машине полиции. Ему удалось ранить 2 сотрудников. В район перестрелки были стянуты части спецназа и БТР, которые, по словам местных жителей, перемещались через их дворы, сметая заборы и ворота частных домов. В конце концов, напавший на полицейских был уничтожен. По всей вероятности, это последний участник группы, которая атаковала воинскую часть 5 июня. Корреспондент радио «Азаттык» Санат Урналиев находится в Актобе. Сейчас он готовит репортаж о последних событиях. И вот что он рассказал нам по телефону об обстановке в городе и о том, кем были террористы. Везде стоят полицейские посты, блокпосты вооруженной полиции. Идет проверка документов, проверка удостоверения личности. В самом городе атмосфера, не сказать, что такая сверхнапряженная, но какое-то напряжение все равно чувствуется. Очень много полиции. Машину несколько раз тоже по городу останавливали и досматривали. С одной стороны, все идет своим чередом, обычные будни, а с другой стороны, могут в какой-то любой момент перекрыть определенный квартал, и может начаться спецоперация по захвату предполагаемых преступников. А так, в неформальной беседе, конечно, там многие готовы поделиться, рассказать, то есть с очевидцами проблем нет. Но как только ты начинаешь просить их на камеру, то здесь многие отказываются. Даже обычные прохожие стараются не общаться на эту тему. Лично моя цель была в городе — это разыскать самих подозреваемых, разыскать подозреваемых, родственников подозреваемых. В одной квартире нам открыли, это Дархан Койшин был в списке подозреваемых, он был уничтожен, но ликвидирован тоже в ходе одной из спецопераций. Открыла мать, мы пообщались, в доме был включен телевизор, и оттуда вещал религиозный какой-то телеканал. Мать сказала, что им не отдают тело сына, и что семья уже 10 лет читает намаз. Даже при входе в их квартиру там есть такая маленькая помянка о том, что если ты входишь в этот дом, нужно упомянуть имя Аллаха.
И выходя тоже нужно имя Аллаха. То есть там нет ссылки, это была сура из Корана или что-то еще. То есть это достаточно религиозная семья. Потом зашла и родная сестренка погибшего и супруга, и они нас просто прогнали. Все эти квартиры и дома находятся в достаточно депрессивных районах, таких неблагополучных районах Актубе. Между тем, в списках подозреваемых и убитых преступников оказались люди, не имеющие никакого отношения к террористическим атакам. Первым имя своего сына в списке ликвидированных обнаружил известный актюбинский оппозиционер Айдос Садыков. Сейчас он сам живет на Украине. С его слов, сын не только жив, но и находится в нескольких тысячах километрах от Казахстана в одной из западных стран. Он является добропорядочным гражданином и к политике и террору не имеет никакого отношения. Подобная путаница произошла и с жителями актюбинского села Жагабулак. Сантехник местной школы Самат Кажаниязов обнаружил себя в списке особо опасных преступников после того, как начали звонить родственники. А в списке ликвидированных террористов оказался его брат Санат. У обоих было железное алиби. 5 июня они вдвоем были на поминках своего свекра. Взрыв газозаправочной станции, дым от которого и пожар были видны из разных районов Бишкека, привел к гибели 3 человек. 11 получили тяжелейшие ожоги. У некоторых из них обожжено до 90% кожи. В Центре крови республики призвали граждан сдавать кровь для пострадавших, однако больших очередей из доноров пока не наблюдается. Врачи говорят, что резервов на лечение пострадавших может не хватить. Джибек Бегалиева с подробностями. В ожоговом отделении сегодня уже тихо. Еще несколько дней назад в коридорах стоял запах гари, пострадавших везли одного за другим. Не доставало лекарств, компонентов крови и даже обычных бинтов. Тогда посчитать, сколько человек пострадало от взрыва, сразу не удалось. Повреждения органов получили даже пожарные. Один из них до сих пор находится в больнице. В общей сложности были госпитализированы 11 человек. 3 из них уже скончались. Еще 3 находятся в реанимации в тяжелейшем состоянии. Сейчас развивается ожоговая токсемия, называется, это когда распад ткани, мертвой ткани, когда высасывается кровь и поражает внутренних органов. В социальных сетях сдавать кровь для пострадавших директор больницы просил несколько раз, но помочь раненым вызвались немногие. Первый день после того, как мы обратились, пришли сдавать всего 15 человек. И то большинство это были родственники, знакомые пострадавших. В Центр крови люди начали приходить только после того, как об этом заговорили почти все СМИ. Кровь сдал даже министр здравоохранения, но пиар-ход не помог. Спасать чужие жизни мало кто торопился. Вот правда, сегодня утром доноров здесь оказалось чуть больше, чем в предыдущие дни. Я думаю, сдать кровь во время уразы – благое дело. Люди сидят в очереди, чтобы сделать добро. Я увидела по телевизору и сразу решила прийти и помочь. Швея Анара сдает кровь в первый раз. Для ребят из патрульной милиции это не впервые, тем более они сами были на месте происшествия и первыми оказали помощь пострадавшим. На оцеплении стояли, обеспечивали беспрепятственный проезд глав государств именно во время ШОСа. Тогда услышали мимо нас где-то около 500 метров взрыв. Это было на стоянке взрыв. Тут же приняли решение. Подъехали в данный участок, увидели, как 2 пострадавших лежали на земле. Передав раненых медикам, сотрудники МВД приехали на место взрыва еще раз. Потом еще раз, и так до тех пор, пока пострадавшие не были вывезены с опасной зоны. Буквально вчера я по новостям услышал именно кровь. Требуется кровь, и там погибших 3, пострадавших где-то, человек 17 пострадали. Сейчас крови, что есть в центре, хватит, говорят медики, но лечение пациентов с ожогами может затянуться до полугода. У некоторых из них обожжено до 90% поверхности тела. Им предстоит пережить множество перевязок и операций по пересадке кожи. Все это время резервы центра крови должны пополняться. Джибек Бегалиева, Азат Антумаков. В настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Кино для слепых. В Алма-Ате прошла премьера первого казахстанского фильма с так называемыми тифлокомментариями для слабовидящих людей. Посмотреть специализированное кино съехали слепые люди из разных городов республики. Многие из них оказались в кинотеатре впервые в жизни. Репортаж Дмитрия Белякова. У Гамлета красивое, мужественное и благородное лицо, короткие черные волосы, черные глаза и легкая небритость.
Он пристально смотрит вперед. «Быть или не быть» – первый казахстанский социальный фильм с тифлокомментариями, описанием действий для слабовидящих людей. В советское время подобный перевод делался для многих картин, однако после развала практика была заброшена. «Быть или не быть» описывает изнутри жизнь человека с ограниченными возможностями. Этот фильм получил гран-при в категории совершенства на кинофестивале «Суперфест» в Сан-Франциско. Именно там был сделан первый тифлокомментарий на английском языке. Она подбегает к подъехавшей машине, у которой стоит празднично одетый парень с букетом роз. Пархат Юсупжанов и его друзья из молодежной организации слабовидящих «Жигер» работали над проектом в качестве цензоров и критиков. Он считает, что без тифлоперевода невозможно понять замысел режиссера. Посмотрев сейчас в процессе редактирования, корректирования, исправления ошибок, я очень много понял и действительно смог оценить фильм по достоинству. Проект длился 2 месяца. Большая часть создателей тифлокомментария работали бесплатно. Аренда студии и оборудования потребовала около $3000 США. Марат Свой, голос за кадром, несмотря на многолетний опыт диктора, в первый раз попробовал себя в качестве комментатора для слабовидящих. Для этого ему пришлось посмотреть несколько известных художественных лент с комментариями и неоднократно вносить правки в начитку. Мы с режиссером посоветовались, и все-таки я предложил ему вариант сделать более чтобы это не просто механическое описание действий было, а все-таки с какими-то чувствами, эмоциями. И не знаю, насколько это было правильным решением, но в любом случае решили остановиться на этом. Тахир отчаянно тянет руку из окна девушки. Своих маленьких нимф! Тифлокомментарий имеет много специфических особенностей. К примеру, если слепота приобретенная и человек помнит цвета, то рассказать ему о картинке легче, чем человеку, который не видит с рождения. Марк Алисеенко занимался постпродакшеном ленты. По его мнению, сложность заключалась в том, чтобы удержать заявленный хронометраж картины. Так, чтобы оно было синхронно с видео. Поскольку многие слова должны были описывать действия, которые иногда скоротечны, то есть, скажем, действие за секунду, а описание его 5-10 секунд. Будущее у тифлоперевода в Казахстане есть, считают авторы ленты. В Германии каждый 5-й кинотеатр показывает фильмы с тифлопереводом. Уже адаптированы многие картины из Золотого фонда Голливуда. Эта практика активно возрождается и в России. Если брать статистику нашу официальную, то в одной Дугалматее 1500 официально. Кто имеет первую-вторую группу инвалидности, это по зрению. Я не знаю, сколько неофициально, поэтому эта аудитория есть, и она сегодня будет. Поэтому мы хотели вообще в планах у нас и в Астане показать, и показать в других городах Казахстана, потому что незрячих людей и слабовидящих у нас в каждом городе достаточно. Тахир снизу вверх с обожанием и изумлением смотрит на него. Проект «Кино для всех» готов продолжить работу над тифлокомментариями как к социальным, так и к художественным картинам. Сейчас они в поисках спонсоров для новых проектов. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. ИГИЛ выходи. Английские футбольные фанаты устроили антиисламский погром в Марселе в ночь перед открытием Евро-2016. Есть раненые. Между тем стало известно о планах террористов атаковать чемпионат отравляющими веществами с дронов. Америка перебрасывает к границам России свои ударные воздушно-десантные дивизии. Это происходит в рамках учения «Анаконда» в Польше. Грузинская армия приехать на маневры не смогла из-за сразившей ее эпидемии ветрянки. Их подняли по тревоге 25 часов назад. Они пересекли Атлантику. В это время шло планирование операции. Мир прощается с величайшим чернокожим боксером всех времен Кассиусом Клей, больше известным под мусульманским именем Мухаммед Али. Проститься с ним приехали президенты и мировые звезды спорта и кино. Английские футбольные фанаты устроили настоящий антимусульманский погром во французском городе Марсель накануне открытия чемпионата Европы по футболу. Они дрались с местными жителями, 30% которых являются выходцами из арабских стран. Крушили мебель в кафе и выкрикивали «ИГИЛ, выходи!», представителями которого они, видимо, считали всех местных мусульман.
В борьбу с разбушевавшимися болельщиками вступила французская полиция. 4 полицейских и столько же футбольных фанатов были ранены. В результате беспорядков оказался разгромлен целый район, прилегающий к Марсельскому порту. Сегодня сборная Англии играет в Марселе со сборной России. Поддержать свои команды приехали 150 тысяч болельщиков из Англии и 30 тысяч болельщиков из России. Беспорядки на этом матче прогнозировались задолго до начала чемпионата. Российские болельщики даже отказались от своего традиционного марша перед началом, чтобы не провоцировать агрессивных англичан. А во французской столице, где также проходят матчи футбольного чемпионата, предприняты беспрецедентные меры безопасности. Особенно власти опасаются терактов в районе крупнейшей фан-зоны у Эйфелевой башни, где собирается сразу 100 тысяч человек. Накануне французские власти заявили, что террористы, устроившие теракты в Бельгии, намеревались использовать против болельщиков автоматическое оружие и даже дроны с боевыми отравляющими веществами. Несмотря на то, что основные руководители террористических ячеек убиты или задержаны, полиция опасается, что террористы все-таки будут действовать по намеченному плану. Поэтому Париж и другие французские города, где будут проходить матчи чемпионата Европы, буквально нашпигованы специальной техникой и агентами спецслужб. Америка перебрасывает в Польшу свои ударно-воздушные десантные дивизии. Это делается в рамках самых крупных после 1989 года военных учений «Анаконда». Передовые части самой боеспособной американской 82-й воздушно-десантной дивизии были переброшены из Северной Каролины всего за несколько часов. И это является рекордом развертывания для американской армии. Их подняли по тревоге 25 часов назад. Они пересекли Атлантику. В это время шло планирование операции. Затем была проведена высадка здесь, в зоне выброски десанта. Это тренировка в условиях нештатной ситуации. Тем временем подразделения грузинской армии, которые много месяцев готовились к участию в учениях НАТО, в Польшу не попадут. Военнослужащих сразила детская болезнь ветрянка или ветряная оспа. Как сообщается, этой болезнью сначала заразились дети офицеров грузинской армии, но через некоторое время ею заболели и сами военнослужащие. В армии объявлен карантин. Между тем, НАТО наращивает свое присутствие в Эстонии. Туда отправлены несколько бронетанковых батальонов армии США. К месту своей новой дислокации самые мощные американские сухопутные соединения добираются своим ходом через все страны Балтии. Что думают об увеличении присутствия НАТО жители Латвии? В репортаже Рейтер. Жители городов Латвии в основном радушно встречали солдат 2-го кавалерийского полка армии США. Военные совершали марш в ходе очередной передислокации сил НАТО Dragon Ride 2. В этом году конечный пункт находится в Эстонии. Люди улыбались, фотографировали солдат и технику, дети взбирались на броню. Наглядная демонстрация присутствия войск на восточном фланге НАТО, по мысли военного командования, должна вселить в граждан балтийских стран чувство безопасности и защищенности перед лицом российской угрозы. Ромуальд Ехимович из Даугавпилса считает, что предосторожность лишней не бывает. Надо немножко Латвию защитить. Да? Да. От кого? Ну, мало ли кто там на нас может напасть. Пенсионер Петрис Ситникс положительно относится к присутствию войск НАТО. Это дает надежду на защиту, так, на всякий случай. Мы надеемся, что будем жить в добрососедстве, ведь мы находимся на границе, и нам не нужны конфликты. Латыши в Даугавпилсе, городе на юго-востоке Латвии, составляют 18% населения. Большинство горожан – русские и русскоязычные. Безработного Виталия Баруна американские бронетранспортеры пугают. Пушки-то просто так не показывают. Что-то собирается, наверное. В Гульбене, к северу от Даугавпилса, который также лежит на пути следования американских БТРов «Страйкер», Янис Гарзениекс и его жена Тамара Пупова, этническая русская, часто говорят о том, что происходит в стране и вокруг нее. Главный источник информации – телевидение. Конечно, мы обсуждаем в семье, что и как, но не спорим. Один телеканал говорит одно, другой – другое. Попробуй пойми, где правда, а где вранье. По словам Яниса, российское телевидение искажает факты о Латвии. Конечно, люди смотрят передачи российского телевидения, но не каждый верит тому, что в них рассказывают. Нельзя верить всему. Как я могу верить тому, что они говорят о моей стране, когда я живу здесь и знаю, что они говорят неправду?
В июле на саммите НАТО в Варшаве ожидается решение о переброске на восток дополнительно 4 батальонов. Их задача – сдерживать Россию, которая также наращивает силы на своих западных границах. Многие из тех, кто бежал из зоны боев в Донбассе на территорию Украины, уже почти 2 года живут в невыносимых условиях. Часть беженцев поселилась в здании Одесского вокзала. Наш корреспондент Всеволод Ананьев попытался выяснить, почему украинское государство не помогает этим людям. Мы познакомились с Ольгой на железнодорожном вокзале случайно. Оказалось, что она живет прямо в зале ожидания. 2 года назад женщина уехала к дочери из мятежного Луганска. О том, что происходило в городе, вспоминает неохотно. Заломили руки и потащили машину. Во всем мире это тяжкое криминальное преступление. Этого мне хватило, чтобы оттуда уехать. Помогла выехать дочь. Сейчас ее финансовые возможности исчерпались. Я живу уже 2 недели на вокзале. Пенсионерка обращалась к властям разных уровней, но получала один и тот же ответ. Свободного социального жилья нет. Поэтому женщина довольствуется привокзальными удобствами. Я умываюсь в бесплатном туалете, потому что на платный у меня нет денег. Там холодная вода. Значит, сами понимаете, это ужасно. Помочь переселенке вызвался неравнодушный одессит. Он предложил ей пожить на своей даче, но только до осени. А что будет с приходом холодов, неизвестно. Выяснилось, что в поисках крова и работы скитаются многие украинские беженцы. Семья Фомичевых из Донецка тоже жила на вокзале несколько недель. Затем, казалось, наступила белая полоса. Им предложили работать дворниками. Нам дали помещение в подвале. Я работала там, но там, получается... Платили маленькую зарплату, очень сильно дурили. Я постоянно жаловалась в Киев. Переселенка считает, что ее чрезмерная активность не понравилась начальству. Женщину уволили. В свою очередь, коммунальные службы утверждают, работала она плохо, а частые прогулы и стали причиной увольнения. Семья опять осталась без крыши над головой. Мне в данный момент идти некуда. Нету света, вырубили свет. Мне ребенка нечем, внучку нечем даже напоить чаем горячим. Помочь с жильем социально незащищенным семьям власти пока бессильны. На протяжении 2 лет разрабатывались разные проекты, привлекались волонтеры, но результат до сих пор неутешительный. Тот доход, даже если они работают, не позволяет снять квартиру в Одессе. Мы здесь уже рассматриваем область. В области, к сожалению, тоже у нас с жильем большие проблемы, потому что мы бы искали, в принципе, как и для переселенцев, так и для любых людей, которые в сложных жизненных ситуациях, там, где была бы минимальная оплата за аренду. К сожалению, это очень тяжело найти такое жилье. Зимой власти открыли в Одессе координационный центр на 150 человек. В планах было создать несколько подобных общежитий, но пока этого не происходит. При этом, по данным Министерства социальной политики, количество вынужденных переселенцев только в Одесской области превысило 35 тысяч. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса. Мир простился с великим боксером Мухаммедом Али. Церемонию прощания 3-кратный олимпийский чемпион спланировал поминутно сам, завещав похоронить себя по-мусульмански. После похорон в боксерском зале, где Али одержал свою первую победу, прошла гражданская панихида, на которой с траурными речами выступили друзья боксера. В частности, экс-президент США Билл Клинтон, звезды мирового спорта и кино. Церемония прощания началась с молитвенных песен над покрытым черно-золотым ковром гробом с телом Мухаммеда Али. Около 14 тысяч человек присутствовали на похоронах Али в Луисвилле, в родном городе боксера. В частности, на церемонию прощания прилетел поклонник спортсмена, президент Турции Реджеп Эрдоган. Легендарный боксер и борец за права человека Мухаммед Али, выступавший против расизма и войн, умер 3 июня на 75-м году жизни. Последние 30 лет он боролся с болезнью Паркинсона. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго.